Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о пожаре в квартире одного из домов на улице Фучика. Все сгорел кондиционер, окна все сгорели. Я почему должна из-за того, что так... Неправду говорите. Вы замолчите вообще мне! И почему соседи этого ждали? Покажем последствия крупной аварии в Елабужском районе. Проигнорировал требования дорожного знака 2.4 «Уступи дорогу», в результате чего произошло ДТП. Один человек погиб на месте, еще один пострадал. А также радость для директора якутской ювелирной компании. Ребята, с вами до аэропорта. Дальше с вами. Больше не теряйте. Похищенные в Казани драгоценности на сумму 160 миллионов рублей вернули законным владельцам. Это и не только. Прямо сейчас. Один человек пострадал во время пожара в квартире одного из домов на улице Фучика. Как говорят соседи и знакомые погорельца, в произошедшем он виноват сам. Жильцы подъезда ждали чего-то подобного. Хозяин сгоревшей квартиры пил каждый день. Он даже забыл, что у него есть собака. Животное не кормил и не поил, и легко мог забыть про открытый газ или включенные в розетку электроприборы. Айрат Назипов был на месте пожара. Заберите его себе, если вы опекун. Или сюда приезжайте и проживайте с ним вместе. Вы почему нас такой опасности подвергаете? А владельцы сгоревшей квартиры, соседи, мягко говоря, не лучшего мнения, рассказывают, что в мае мужчина не трезвел, пил чуть ли не каждый день. Говорят, не кормил собаку, не давал воды, гулял с ней от случая к случаю. От такой жизни пес выл целыми днями. Накануне, когда мужчина вывел животное на прогулку, собака от него просто сбежала. Видя все это, соседи ждали беды. У меня там все в гаре. Все сгорел кондиционер, окна все сгорели. Я почему должна из-за того, что так... Неправду говорите. Вы замолчите вообще мне! Там гора водки дешевый валяется вон под окнами. Я вообще водку не пью. Вы ему носите. Я вообще... Что вы глупости говорите? Я вам еще не глупости, я еще по судам вас затаскаю. Мужчина рассказал, что приехал после звонка председателя. Говорит, что хорошо знает хозяина квартиры. С его матерью мужчину связывала многолетняя дружба. Она скончалась в минувшем году. С тех пор ее 50-летний сын жил один. Мужчина признался, он знал о его пристрастии к алкоголю, поэтому спиртного ему никогда не приносил. Говорил, что 4 мая начал выпивать. Вот сегодня уже 21. Вот, пожалуйста, финал. Какое сейчас состояние? Что с ним? Ну, состояние у него такое, среднее. Ожоги получил? Да, там руку или ногу что-то ожог у него. Ну, отрезал угарным газом еще. Ну да, чуть-чуть. По данным МЧС, 50-летний мужчина с отравлением продуктами горения легкой степени был доставлен в 7-ю городскую больницу. От его квартиры практически не осталось живого места. Что не сгорело, закоптилось, пропахло гарью и промокло в ходе тушения. Очаг возгорания находился на кухне. Занавески рядом расположены были с газовой плитой, и вот они вспыхнули. А он не видел, что ли? Он оставил, ушел? Что там было? Он был, как вам сказать, в этом выпившем состоянии. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить пожарным дознавателям. Айрат Назипов, Ленар Хузяхметов, вызов 112. Еще один пожар вспыхнул сегодня днем в квартире дома на улице Декабристов. На 9-м этаже загорелся балкон. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Пожарные оперативно справились с огнем. Пострадавших нет. Причина происшествия выясняется. В Татарстане разыскивают без вести пропавшего 26-летнего Гафурова Руслана Джамилевича. 16 мая этого года он ушел из дома в Казани. До сегодняшнего дня о нем ничего не известно. Приметы пропавшего: рост 187 сантиметров, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в синюю рубашку в мелкую клетку, черные джинсы и черные ботинки. Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом человеке, родственники просят позвонить по телефону, указанному на экране. Один человек погиб, один пострадал сегодня утром в результате столкновения «Лады Гранта» и фуры в Елабужском районе. Легковушка выезжала на трассу М7. В этот момент в левый бок отечественного автомобиля врезался грузовой ДАФ. Удар пришелся в водительскую дверь. Сидевший там мужчина скончался мгновенно. Айгуль Бадрудинова продолжит. 9 часов утра. «Лада» выезжала на трассу М7 со стороны деревни Колосовка. Как установили автоинспекторы, 58-летний водитель «Гранты» не уступил дорогу едущим по трассам автомобилям. Остановить груженную фуру моментально не получилось. Удар пришелся в левый бок легковушки, как раз в переднюю дверь. Водитель «Лады» погиб на месте. Пассажира госпитализировали в Центральную районную больницу Елабуги. Водитель 63-го года рождения, управляя автомашиной «Лада Гранта», проигнорировал требования дорожного знака 2.4 «Уступи дорогу», в результате чего произошло ДТП на участке автодороги М7 Волга-Москва-Уфа, 1004 километр. В результате ДТП водитель скончался на месте ДТП.
Пассажир доставим в Елабужскую ЦРБ. К слову, этот участок считается одним из самых опасных. Аварии здесь происходят часто. Сейчас же ситуация осложнилась из-за ремонтных работ. Есть ли в этом происшествии вина водителя фуры, будут выяснять следователи в ходе расследования уже уголовного дела. Айгуль Бадрудинова, Гульнара Салихова. Вызов 112. 78-летняя пенсионерка скончалась в результате наезда дорожного катка в Агрызском районе. Следствие полагает, что водитель техники, сдавая назад, не заметил пожилую женщину. От полученных травм она скончалась. Возбуждено уголовное дело. Водитель «Лады» 10-й модели не справился с управлением на улице Сибгата Хакима. Машина вылетела в металлическое ограждение и остановилась, не способная дальше передвигаться своим ходом. Прибывшие на место автоинспекторы заподозрили, что водитель легковушки был пьян. Именно это и стало причиной аварии. С подробностями истории Наталья Мезина. Я сигарет тогда. Автоинспекторов вызвали прохожие, увидевшие торчащую из забора на улице Сибгата Хакима «Ладу» 10-й модели. Других машин рядом не было. Приехавшие на место сотрудники ГИБДД быстро поняли, что общаться с человеком, сидевшим в разбитом автомобиле, просто невозможно. Он постоянно кричал. Если что-то и говорил, то в основном непечатными выражениями, смысл которых сводился к тому, что его подставили перед правоохранительными органами. Все, чем меня подставили, я понял. Все, я дергаться не буду. То, что мужчина сильно пьян, никто не сомневался. Так же, как и то, что именно он был за рулем в момент аварии. Но именно это мужчина наотрез отрицал. Уверял, что машиной управлял его знакомый. Сам же он просто пассажир и не понимает интереса к собственной персоне со стороны автоинспекторов. Я не водитель. А вы кто? Я пассажир. Ваша? Пассажир. А водитель тогда где? Сейчас подъедет. Установить, кто был за рулем в момент аварии, труда полицейским не составит. К тому же на этой улице множество камер наблюдения, и возможно, что момент столкновения «Лады» с забором попал в объектив одной из них. Теперь, вероятно, мужчине за вождение в нетрезвом виде грозит лишение водительского удостоверения и штраф в размере 30 тысяч рублей. Наталья Мезина, Елена Саляхова, Наиль Абдулин. Вызов 112. А сегодня днем на проспекте Имашева со своим автомобилем не справился водитель «Джили». Автомобиль врезался в ограждение проезжей части, после машину развернуло. Сработали подушки безопасности. Два автомобиля «Мерседес» и «Тойота» столкнулись вечером на перекрестке улиц Чуйкова и Адарадского. Несмотря на довольно сильный удар, люди в происшествии не пострадали. Одной из причин, по уверению очевидцев, стал неработающий светофор. Но на этот случай правила движения оговаривают очередность проезда перекрестков. Кто кого должен был пропустить, выясняла Вероника Гайнуддинова. Только вышла прямо там уже. Все. Думаю, не успела сказать. Она только проехала перекресток улиц Чуйкова и Адарадского. Светофоры не работали, и женщина хотела сообщить об этом в дорожные службы. Остановилась, но позвонить не успела. Прямо на ее глазах столкнулись две иномарки. Пока не только машину поставила, вот белый стоит Мазда. Только поставила, вышла. Думаю, надо позвонить, сказать. Как рассказали очевидцы, «Мерседес» ехал по Чуйково со стороны Гаврилова. Притормозил перед перекрестком и поехал дальше. Эта дорога главная. «Тойота» выехала справа неожиданно. Никого нет. Нет никого? Убежал. Дошла? Если я понимаю, из-за неработающего светофора, что ли, авария? Да, конечно. А водитель «Мерседеса» кто? Не знаю. Оба водителя были на месте. Как-то комментировать произошедшее не хотели. Вероятнее всего, виновником ДТП признают водителя «Тойоты». Он двигался по второстепенной дороге и должен был уступить немецкой иномарке. Но окончательное решение будут принимать автоинспекторы на разборе этой аварии. Вероника Гайнуддинова, Елена Саляхова, Наиль Абдулин. Вызов 112. Полицейские Татарстана вернули драгоценности, похищенные в Казани, предположительно, жителям Колумбии во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Как считают стражи порядка, под видом помощи при разборе экспозиции он украл один из кейсов с ювелирными изделиями. Подозреваемого задержали в Аргентине, экстрадировали в Россию. И только в Казани он показал, где спрятал похищенное. Все эти годы драгоценности были закопаны в лесополосе на улице Мусина. 4 мешка, в которых находилось 2613 ювелирных изделий и бриллиантов, законному владельцу вернул министр внутренних дел по Татарстану Артем Хохорин. Он отметил, что за его 9-летний стаж работы на этом посту это первая кража с таким огромным ущербом. В свою очередь директор якутской фирмы рассказал, что убыток его компании тогда составил 160 миллионов рублей. Это было 70% активов предприятия. Мужчина выразил огромную благодарность татарстанским полицейским за возврат ценностей. У вас специалисты действительно самые-самые лучшие. Хочу поблагодарить всех оперативников, всех следователей за безумно идеально проделанную работу.
Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.